Ребята, очередной поход сегодня у нас будет. Съездим также на первую избушку. Взяли с собой. Айда остается в этом, во дворе, ревнует. Ничего. Какой поход будет? Надо вам посмотреть этот фильм. Все увидите, что и как будет. Да, пошли. Все вещи уже у нас в машине. Все уже загрузили. Остается только и поехать. Сядет, нет, интересно. Интересно, сядет, нет. Да? А, боишься? Боится. Сиди там. Все, короче, едем на первую избу. Здесь он ляжет. Тоже дорогу переносить тяжело. Сейчас с утра не кормил, ничего не давал. Это бывает так, блюет там, когда едет. Все, поехали. Да? Класс. Все, выехали. Молодой, неугомонный, бесится, кое-как угомонился, сейчас лег. Думает, куда мы едем? А? Ох, нагуляешься ты сегодня. Не жмись, не жмись. Не жмаешься. Упадет на аккумулятор. Ладно. Все, поехали. Тепло тут. Тепло. Это перед тем, как доехать до нашей избы, вот последний раз выходим к речке, дорога выходит. Раньше дорога тоже там была, но уже все ушло под воду. И через каждые 10 лет, наверное, дорогу прочищают, по другому месту делают. Все, побеседовали, это можно сказать. А? Слюны текут. А? Давай, ложись. Ложись. Давай, ложись. Вот такой. Тут осталось еще где-то километров 4-5, наверное, от силы. Хотел остановиться на полдороги там, на лугу там, чтобы побегал, а там рыбаки были, и не стал останавливаться. И ничего, продержится. Немного уже осталось. Также Жигули тут стояла. Дальше уже на Жигулях не проедешь. Все. Там колея такая глубокая, что если упадешь в эту колею, там замучаешься без замката или еще как. Но дорога высохла сейчас. В прошлый раз, когда мы приезжали сюда, везде лужи были. Все эти лужи высохли. Все сухо. Но колея это на всю жизнь, это от колеи, там, то еще 20 лет назад тут ЗИЛы ездили, и колею сделали, это десятки лет надо, чтобы колеи не было, заросло, чтобы травой так. Вот первый, второй скорость, быстрее не получается ехать. Мишки. Ничего, доедем. А осенью здесь гиблое место тоже. Вот тут вообще скользко. Здесь глинистое место. Вот здесь почва вся глина. И едешь там, катаешься. Вот так. Да? Ладно. По пути, ребята, увидел, вот
едем оттуда. По пути увидел, смотрите, какой кустик. Интересный. О, через окно выпрыгнул. Ну и все, пешком потом пойдешь. План. Пешком пойдешь. Короче, вот такой кустик интересный. Также по-русски не могу сказать, но это называют мы по-коми выргормег. Выргормег. И этот кустик, ну вот сейчас Лымвовский ко мне тоже приходил с Лымвы, паренек. И поговорили насчет этого куста, мы тоже с ним. И он говорит, там от силы можно их скушать две штуки. Еще не отравишься. А если больше, вот скажем, кустики съесть, все, тебе будет хана. Тебе будет хана, ты отравишься. Но он, как сказать, такой аппетитный, смотрится такой красивые ягоды. Но если, скажем, вот это количество съесть, может быть, даже и будет тебе нехорошо на всю жизнь. 2 штуки. Но он как красный перец. Не красный перец, а вот этот. Фу, блин. В общем, когда ты говоришь, я не пробовал, но он говорил, что когда кушаешь, везде все жгет. Так что, если увидите в тайге вот такой кустик, ни в коем случае не ешьте. Это мой совет. Я ни разу его не пробовал. Это дед меня еще предупреждал, что это ядовитые ягоды, и я это есть не стану. Вот так вот. А так, он очень даже красиво, аппетитно так смотрится. Выргормег называем. А по-русски также перевести на русский язык не могу. Ну вот сейчас хороший комментарий был. Сказали говорить, что я не могу выговорить по-русски, говорить по-коми, а там уже в комментариях народ будет сам переводить. Хорошая идея, между прочим, очень даже хорошая. Так что это называется выргормега, а сами уже переводите, чтобы русские другие знали, что такое. И ни в коем случае не ешьте эту заразу. Тулан? Тула. Сейчас попробую, чтобы сам самостоятельно, опять какое-то падали нашел, самостоятельно, чтобы валяется, хорошо ему. Самостоятельно побежит, не знаю, посмотрим. Главное, чтобы под колеса не плавалось. Ошейник даже маловато сейчас. Щенок подрос, и ошейник придется поменять. Так что вот такие дела. Мы едем дальше. Где-то бежит, она бежит потихоньку, пусть учится тоже. Да. Видно, нет там. Блядь. Ночи я слабый на крысну. Подъезжаем. Вот и наша изба. Вот. Приехали. Тулан. Продержался мужичок. Давай. Пошли. Опа. Фу. Жарко в кабине. Талантик. Юмки, ход, иди, крестика, сходи. Давай, мон подородлетчил. Вата юшну. Рыба плещется. Сегодня будет рыбалка на удочку. Удочки я взял. Поплавочную удочку и доночную удочку тоже. Здесь, наверное, будем рыбачить, пробовать. В прошлый раз работали, а сегодня работы, как думаю, будет меньше. Наша задача сегодня, вон, как и прошлый поход говорил, насчет этой трубы вон скосилась. Надо выпрямить. Как смогу, я это буду делать. Надо пробовать. Сейчас пока будем заниматься. Чай скипятим. Все дела. Так.
Ну тут, конечно, пару часов, конечно, время уйдет с этой работой. Вон там шифер надо убрать оттуда, шифер, и посмотреть, что там случилось. От чего? От чего такое? Овода мало, практически их нету пока. И комаров тоже практически нету. С утра было очень облачно, думал, что дождь будет, а сейчас пока прояснилось. Но в 3 часа дня РП-5 показывает, что кратковременно дожди еще будут. Посмотрим. Самое главное сегодня трубу отремонтировать. А там остальное уже ерунда. Он куда-то ушел. Пусть ходит, бегает. Сегодня, ребята, 26 июля. И в прошлый раз, когда приезжали, с прошлого раза, сейчас вот за водой сходил, и вода упала вот столько. Вот столько уровень упал воды. Значит, в прошлый приезд, как и говорил, там вода больше была на уровень. Сейчас вообще высохла река. А, что там? Короче, утро, все дела начинаем. Сперва завтрака, позавтракаем, чай скипятим. И первоначально, наверное, перед тем, как я начну работать, я еще закину домки, на которые я прошлую рыбалку показывал, рыбачил. Вот на эти домки еще закину, 5 штук, наверное. Ну, посмотрим, 3 или 5, где-то вот посмотрим, сколько количества. И за целый день вдруг кто-то попадется. Все равно рыба ходит там туда-сюда. Может, кто и попадет. А если нет, так нет. Такие дела. Все горит. Все горит. Плотно позавтракаем. Там уже делишки свои будем делать. Сын уже пошел, спиннинг кидает. Тулан, так пошли. Ух ты какой. Не надо туда заходить. Везде шарится, блин. Глаз за ним сейчас нужен. Вот Айда сейчас 3 года на Айде. И Айда уже, ну, она более спокойная. Спокойно себя ведет, не такая уже игривая, как вот эти щенки. Тоже вот сейчас комментарий был. Я вкратце как бы ответил. Ну вот, говорит, немножко не слушается, 5 месяцев щенок. Ну, у меня тоже, как сказать, когда щенок тоже не очень так слушается, активный, много играет. И я начал с собой, когда на прогулку вот от своего дома, когда ходим, я всегда беру с собой печенье, пряники в пакете у меня. И если не подходит, там позовешь, ты дашь вот это лакомство, и щенок уже, ну, знает, что как подойдешь, тебе дадут вкусное и сразу подходит. Ну, другого совета я не могу дать. Там некоторые целыми сутками тренируют, дрессируют. Ну, это надо тоже как терпение и время, терпение. Ну, наверное, основное терпение для этих занятий, чтобы вот заниматься собакой. Чтобы вот тебя слушалась, стоял рядом, лежал, все команды выполнял. Мухтит, ходит, пускай бегает. Ну, как и говорил, сегодня я буду... В прошлый раз я Айду брал, а сегодня Тулана. А следующий раз, наверное, когда приедем, уже приедем всей семьей, может быть, я точно не знаю, но в раз в год мы сюда приезжаем на шашлыки. И если приедем, уже возьму 2 собаки, Айду и Тулана. Вот так. А сегодня пусть Тулан побегает. Тоже перенес. Ну, видно, что тяжело переносит дорогу. Хорошо, что я с утра не кормил его. Если покормил, там
тошнит его. Да, вот УАЗик шатается, а УАЗик любит там, ну, дорога вообще гибель. Сейчас дожди начнутся, вообще дорога скользкая будет и непроходимая. Буксуем, ездим. Вот так. Хотя в задумках у меня было тоже на УАЗике лодку привезти, там повыше, там озера есть, там ну, сеткой закрыть, а потом вспоминаю, а там же дороги нет. Дорога, все. Так. Рыбак мой возвращается. Меня звідли? Пусачись. Зацеп. Ну, дай. О, раз загорелось так. Пихтач хорошо горит. У нас каша греется. Чай скоро закипит. Завтрак почти готов. Ой. Вообще там жарко слишком, чтобы на таком огне держать кашу. Ага, наши пришли. А, ты тоже сходил? А, план. Хорошо горит. Так, ну что, вот такой завтрак. Кашу, гречневая каша, гречневая каша по-нашему рок, греча-рок. Огурцы свежие, наши тоже, с нашего парника. Самые вот молодые огурцы, не такие крупные, сочные. Это не магазинские какие-то, а вот прям аж сок там идет. Это свежие все свое. Огуреч покомый. Чипанкольк, яйцо. Но яйцо покупное, у нас кур нету. И что еще для счастья надо? Черный хлеб и чай. Чай сейчас заварим, свежий чай. Вот такой завтрак. А колбаса, малбаса, это мы дома все едим. Здесь вот такое. Здесь на природе ты хоть что свари, пожарь, все вкусно на природе. Если удастся что-нибудь поймать, еще будет в течение дня уха. Желательно из окушка. Уха из окуня, ну, наверное, самое то. Если щука, конечно, тоже не откажемся. Что попадет, все наше. Но это будет чуть позже. А сейчас пока будем работать. Спиродонки закину. Потом поработаю на крыше. А уже после этого будет и рыбалка. Проверка донок и спиннинг. И даже еще на поплавок надо мелочь половить. Мелочь-то, думаю, поймаем всяко. А сейчас пока будем завтракать. Начали завтракать и убрал с яйца скорлупу. И сразу вспомнил перестройку, когда вот талоны были. Талоны выдавали на продукты. И наши некоторые даже умудрялись с помощью этого яйца подделывать талоны. Ну там талон, такой кусок бумажки и печать, штамп такой. Ну вот, скажем, сахар килограмм, не помню уже, что там, какие надписи были. И варили яйцо, и когда еще скорлупу убираешь, и когда яйцо горячее, вот лежит бумажка с печатью, и этим яйцом так, ну, как сказать, копировали, и эта печать оставалась на яйце. И по-быстрому этим яйцом, как его, повторяли на чистый лист бумаги. И печати, как бы, ну, так копировали, сканировали, в общем. Не знаю, это проходило, нет в магазинах, но факт, что это было. Люди так пытались как-то делать больше талончиков на продукты. Все было дефицит. Буквально все там. Все очереди были. Кто в 90-е там все знает. Выживали, в общем. Не хотелось, чтобы такое повторялось, но не знаю. Всякое может быть. Вот такие дела. Вот что вспомнил сразу, как смог, рассказал. Ну, это, наверное, везде, в всяких деревнях там такое было. Такие сканеры вообще. Сканер.
Что я? Тыла. Что я, на? Утышь? Оу, на. Огурцы даю. Очень любит огурцы. Хрустит. А? Хрустит он. Ой, травоядный. Траву очень тоже вкусно кушает. Зеленую траву даю. То витамины тоже очень любит. Когда-то капусту давал. Капусту зимой. Но от капусты он что-то не понравилось. А вот огурцы, я смотрю, он любит. Хлеб кругом раскидал там. Айда прячет, а он вон, оставил. Ладно. Сейчас каши тебе дам. Остатки каши там есть и вместе дам. Уйди. Тут тоже. Пусть там лежит. Да, инварет. Vai tätä mene. Tuolla on vaimen. Vai menee. Vai menee. Tule. Сейчас он еще бараколяс. Где он? Tule. Vai tätä. Vai menee. Vai. Все, оставил. Своя кладовка там у него. Своя кладовка. Все, потом покормил. Сейчас пойдем. Донки закинем.